Приветствуем вас, друзья! Это проект «Единомышленники» на Гагауз Медиа. Сегодняшний выпуск мы решили посвятить вопросам, которые напрямую влияют на политическое будущее Гагаузии. Народные избранники в НСГ заседают и заседают, видимо, оправдывая свой статус прозаседавшихся. Слов много, решений не видно. В центре внимания визит к президенту Республики Молдова, письмо президента Турции Эрдогану, декларация примаров, а также ситуация вокруг выборов в Народное собрание Гагаузии. Почему часть политиков не заинтересована в проведении выборов? Кто тормозит процесс и с какой целью? И главное, есть ли выход из сложившегося тупика? Мы знаем, друзья, что в гагаузском обществе есть усталость от тем, исходящих от Народного собрания Гагаузии 7-го созыва. Но ничего другого не остается нам, жителям автономии, впрочем, и страны, кроме как разобраться, понять и каждому сформировать свое отношение к происходящему. Мы начинаем, друзья, а вы подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, и обязательно оставляйте свои комментарии, это важно. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии примар муниципия Камрат Сергей Анастасов. Сергей Анастасов. С 2015 года мэр муниципия Камрат. В мае 2024 года избран председателем регионального совета по развитию АТО Гагаузия. С 1997 по 2015 годы директор мебельной фабрики «Голиат Вита». Выпускник программы ГИС Министерства экономики Германии по специальности «Менеджмент и управление». Владеет 4 языками. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Да, спасибо за приглашение. Добро пожаловать. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. İlk sıra değil ama bir şey bekleriz sizden açık laf etmeyin. Çünkü yani bu durumda hangisinde bulunur bir Gagauzya açık laf etmerseydik çok kişileri anlamayız, anlamadığından da bilmeyiz ne olacak, nereye gideriz hem de ne için. Laf edeceğiz açık o zaman. Ama niçin Rusça laf ederiz? Böyle yazıyla bize komentarlarda da. Bence laf ederim Gagauzca'da. Hiçbir problemi sanırım üçümüzde yok. Laf ederiz. Ana dilimizde daha iyi olacak. Laf ederiz Rusça diye ta geniş auditoriyamız var. Bakarlar bize dil sadece avtonomiyada bakarlar bize Kişinev'da da bakarlar bize başka regionlarından da Moldovan. Dine onlar da anlasınlar. Ne için biz laf ederiz, ne düşünüyoruz? Bana da sık soruyorlar. Çan Gagauzca ederiz. Hep başka taraftan da soruyorlar. Biz bir şey anlamıyoruz. Laf edinler Rusça diyor. Biz anlama bu işlerde olur. Bize deniyor ne burada Gagauzya'da laf etmeye Gagauzca. Aramızda laf etmeye Gagauzca. Bizim halk topluluğumuzda laf etmeye Gagauzca. İspalkom laf etsin Gagauzca Bakanlık Komiteti. Kreşlerimizde, çocuk başlarımızda laf etsinler. Orada hem önemli orada laf etsinler. Çocuklar O zaman anlaştık, çek edelim. Çek edelim o zaman. 23 апреля состоялась встреча президента страны с примарами и некоторыми депутатами Народного собрания Гагаузии. Вы были на этой встрече, были приглашены, и нам хотелось бы узнать, о чем шла речь на этой встрече, о чем говорили, к каким выводам пришли. Да, раскройте скобки. Да, раскрываем. У нас каждый месяц собираются примары в каждом населенном пункте. И на этой встрече, которая состоялась в Камрате, было принято решение, чтобы я как председательствующий той встречи, потому что каждый примар председательствующий, когда проводится встреча с примарами в том или ином населенном пункте, чтобы организовал встречу на более высоком уровне. И организовал встречу с государственной канцелярией. Был Александр Якуб у нас, это в Камрате было. После этого я уже отправил месседж о том, что хотим встретиться на уровне президента, председателя парламента, потому что на этой встрече был и председатель парламента, что не менее важно было. И еще и был Пастика, ЦИК Республики Молдова. Председателя ЦИК. Да, заместитель председателя. Потому что вопросы, которые задавали примары, он как раз-то и как профессионал отвечал. Потому что многие вопросы нам не были известны. Многие, к примеру? Да, к примеру, ЦИК, ЦИС, почему вопрос идет. Потому что есть Центральная избирательная комиссия Республики Молдова. А ЦИС это уже почему хотят назвать именно ЦИС, потому что это будет более конституционно. И оплата, когда отказались от ЦИКа, тот, который действовал у нас очень долгое время, депутаты отказались в связи с тем, что финансирования нет. Молдова предложила финансирование.
сейчас отказываются от финансирования. То есть сначала сказали, что средств нет, после этого... Нет, сначала сказали, мы сами хотим. Да. Нет, сначала Белорусская сказали, сторона чтобы сказала, экономить средства, мы отказываемся от ЦИК. Это Но было в до 2023 этого, году. говорит Екатерина Федоровна, до этого. Да, после этого мы найдем средства, якобы уже найдем средства. Смотрите, тут очень важно говорить Да. так, чтобы зрители нас понимали, и Да. чтобы мы делали отсылку и конкретную формулировку, потому что очень много событий происходило Да, вокруг очень много. Народного собрания Гагаузии и ЦИКа ЦИСа. Теперь из того, что вы сказали до сих пор, мне интересен один вопрос. А зачем примарам нужно было инициировать встречу с руководством страны, с руководством парламента для того, чтобы говорить о ЦИК-ЦИС? Ну, у нас, во-первых, примары работают в населенных пунктах и без народного собрания, без их принятия решений. Это и контрибуции, и кап-инвестиции. Это вообще развитие. Мы не можем развивать полностью свои населенные пункты. Мы от них тоже зависим, потому что наши налоги поступают в бюджет автономии. Мы не хотим, чтобы эти налоги куда-то... Вы уходите, а давайте про ЦИК и ЦИС. И да, понятно, но без ЦИК и ЦИС не будут выборы. Не будут выборы, значит, не будут выделены контрибуции кап-инвестиции, потому что депутаты не могут голосовать. Населенные пункты, они не могут, конечно же, не могут внедрять проекты. А для чего примар? Он что? Для ЦИКа не ЦИС точно не примар. Он в первую очередь для развития населенного пункта. Просто, Сергей но Ильич, без ЦИКа и ЦИС, без этих выборов мы дальше не можем развиваться. А вы уже этот вопрос Поэтому обсуждали с депутатами Народного собрания Гагаузии, прежде чем инициировать такую встречу с руководством две страны? встречи было. То есть мы, да, первой и второй встречи. И Тогда также, раскройте, да, пожалуйста, что было там. Ну, что в первую очередь, тогда депутаты на одной из встреч хотели, чтобы мы открыли избирательные участки. Ну, это уже является нарушением закона. Вы конечно примары. же, да, мы примары. Да, мы, конечно же, отказались от этого, потому что это является законным. Мы не хотим то есть, идти по беззаконию. И все примары отказались от этого. Поэтому инициировали встречу на более высоком уровне, чтобы найти консенсус, в конце концов провести эти выборы. Все примары хотят, чтобы выборы были проведены в кратчайшие сроки, чтобы уже мы вошли в рамки законодательного. Можно еще раз уточнить для наших зрителей. Сначала вы провели встречу, примары с депутатами Народного собрания Гагаузии здесь, в У Камрате. нас была встреча с государственной канцелярией, с заместителем. И дальше, после этого, в тот же день мы проводили встречу с депутатами Народного собрания. И депутаты Народного собрания... Да. И вчера у нас уже была встреча на более высоком уровне. Это уже с президентом, представителем парламента. И депутаты Народного собрания Гагаузии просили поддержать вас, примаров, в проведении выборов, вопреки всем тем решениям судов, которые приостановили Да, ну это была их инициатива, выборы. было их предложение, не то, что никто там не настаивал, никто не говорил, что вы обязаны, там, на другое. То есть это было чисто вот их предложение, но мы понимаем, что это предложение является незаконным, и ряд депутатов, Понятно. даже среди Народного собрания, тоже были против того, чтобы, не то, чтобы подставлять примаров, а вводить какие-то незаконные рамки. Сергей Ильич, но, понимаете, возникает какой вопрос? То есть вы тут встречаетесь сначала с депутатами Народного собрания Гагаузии, консолидированно что-то, я так понимаю, пытаясь решить, к чему вы пришли, когда вы встретились. Там мы к чему Это была пришли? общая идея? Вместе с депутатами вы пришли к такой идее, что нужно просить встречи с Нет, президентами, нет. с парламентом? Там у с нас председателем была парламента? отдельная инициатива еще до того, как мы встречались с депутатами Народного собрания. За 2 недели у нас уже был план о том, что нам нужно встретиться на более высоком уровне, чтобы в конце концов выяснить эту ситуацию, которая в Гагаузии, которая не дает нам не развиваться. Вот этот политический примары тоже общаются с жителями своими. И жители тоже спрашивают, что там Молдова давит на Гагаузию или наоборот. То есть мы должны иметь ответ на этот вопрос. Хорошо. Вот после вчерашней встречи какие ответы есть на ваши вопросы? После встречи с президентом и Мы со четкий спикером? посыл поняли о том, что исходя из того, что случилось в Гагаузии, это понятно, что не началось с Гагаузии, это в основном в том, что случилось в Гагаузии, это в любом случае вина лежит на самой стране, потому что это еще с 15-х годов, 10-х годов все это тянется. Конечно же, оно перешло как опухоль, знаете, как разрослось и дошло и до Гагаузии. Но после нашей вчерашней встречи мы поняли о том, что без фильтра, без
одномандатных тоже никто не хочет уже, чтобы за 150 голосов кто-то выигрывал выборы в Гагаузии. А давайте четче об этом, Да. без фильтров. Уточните. Мы понимаем сейчас, о чем Фильтр речь? это Надо, чтобы как проходят фильтры все народные избранники в Республике Молдова согласно Конституции страны. Это НЦБК, это неподкупности. Это Как и так кандидаты далее. имеете в Как виду? кандидаты, да, на эти должности. Это у нас есть по всей стране. После этого сбор подписей у нас один человек может подписаться только за одного кандидата. В Молдове можно подписываться за многих кандидатов. То есть один из наших избирателей, он может подписаться за 3-4 кандидата, сколько он хочет. Тут опять же есть изменения. И дальше у нас фильтр, это я вам уже сказал о том, что и проводить выборы, чтобы название было ЦИС, которое соответствует Конституции нашей страны, и оплата на них должна проводиться из республиканского бюджета. Потому что это единая структура должна быть. Но никто не вмешивается в сам процесс избирателей. В любом случае народное собрание голосует, в любом случае избираются члены ЦИК и обязательно должны иметь сертификаты, потому что первые были выдвинуты на должность комиссии без сертификатов. Я знаю, что уже Они прошли где-то, да, информация. но они должны иметь сертификаты, люди, которые разбираются в выборах, потому что... Которые уже участвовали в таких процессах. Да, и поэтому вот эти пункты, их не так много, но они, в принципе, и не ущемляют саму автономию. В любом случае выборы проводятся. Да, понятно, что там возмущаются очень многие, которые не хотят проходить сам фильтр этот, и так далее, и так далее. Таких возмущений мы понимаем, что они есть. Ну, Среди примарского корпуса сколько у вас было человек? Примаров 23, на этой встрече? 23 примара. А были, то есть я как понимаю, вы вот перечисляете то, что прописано в законе. То есть вам что, еще рассказали на этой встрече, что написано в законе? Прописано в законе, который нет в Гагаузии, в гагаузских законах вложений. Не, ну вы Даже пошли ЦИК. на эту встречу с какой целью? С президентом и со Мы спикером? встречу, потому что будет следующая встреча уже 2 или 3 мая, уже конкретными пунктами, которые и обязательно в этой комиссии будут и примары тоже участвовать. Потому что не только будут депутаты Народного собрания на встрече, на новой встрече, которая будет, но обязательно будут делегируем ряд примаров. Ваша встреча была отдельно Отдельно от была встречи встреча. с депутатами. И вот мы были свидетелями того, как проходило последнее заседание Народного собрания Гагаузии, да и предыдущие. Риторика депутатов Народного собрания была очень агрессивной. Ну, большинства того, скажем, в кавычках. И Николай Орман же после встречи с президентом сказал следующее, что он поехал на встречу, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, что, как вы и сказали, сегодня здесь присутствовали президент страны, спикер парламента, заместитель председателя ЦИК Молдовы. Он говорит о том, что встреча прошла плодотворно, каждый депутат высказал свою позицию, и он благодарит центральные власти за организацию этой встречи и говорит о том, что будет создана комиссия и будут решать вопросы вот эти вот несоответствия, которые есть в кодексе Гагаузии и в кодексе Республики Молдова для того, чтобы выборы были проведены. Это говорит о том, что изменится риторика в Народном собрании? Ну, должна измениться, другого варианта нет. Поэтому и многие примары не знали о вот этих пунктах. Вот вы говорите, это согласно закону, но многие примары не слушают одну сторону. Те, которые выступают, практически Республика Молдова, они не слушают, читают закон, они тоже, но всегда, когда есть моменты, особенно в уложении Гагаузии, мандат 3 месяца, выборы должны провести, но он действует до того момента, пока не придет новый депутат. Как этот закон можно вообще прочитать? То есть, как может прийти новый депутат вот через 10 лет? Как сейчас происходит, так его и надо через понимать. 10 лет придет новый депутат или через 20. То есть, нет конкретных сроков. Если 3 месяца, так 3. И тут должны быть тоже изменения. Если Народное собрание не способно провести выборы, например, в течение 3 месяцев, оно должно автоматом перейти на ЦИК Республики Молдова. Это тоже нужно включить такой пункт. Это либо сейчас проводите ваша вовремя, инициатива? да, ваша инициатива будет тоже. Либо вы проводите выборы вовремя и не по 5 лет находитесь на должности депутата, потому что мандат на 4 года. Вас делегировали на 4 года, а не на 5. Сергей Ильич, смотрите, мы сейчас, мне кажется, чуть размываем. Нам нужно очень конкретно. Я переживаю за то, чтобы зрители понимали, о чем мы тут говорим. Первое. Вы встречались, примарский корпус с депутатским корпусом, поговорили, пришли к выводу, что надо что-то делать. Примары решили, что что-то делать – это обратиться к центральным органам власти для того, чтобы попытаться повлиять на ситуацию. Мы отдельно приняли решение обратиться в
высшие эшелоны власти страны. Это было Обратились. отдельное решение. Ваше решение, Да, и у Приморского нас корпуса. была встреча с государственной канцелярией. И Все вы это уже отдельно сказали. приняли решение, чтобы тоже участвовать в Народном собрании. Тоже. Это тоже другое решение. Это не связано друг с другом. Так решений много, а результата нет. Давайте Пока про нет, решение. но ждем 2-3 мая и надеемся, что А что будут могут результаты. вообще Мы сделать только депутаты? подключились к этой работе. Приморский корпус, он буквально месяца 2-3. Мы опоздали немного с этим. Хорошо, Простите, один да. короткий вопрос, простите, Елена Федоровна. То есть Приморский корпус на протяжении 2,5 лет правления этого руководства автономии, Приморский корпус постоянно, можно сказать, активно выражал недовольство тем, что региональные власти не помогают Приморскому корпусу. Было такое, Конечно, да? да. А теперь вот за последнее время мы видим, что вроде как бы вы начинаете контактировать с самим Народным собранием Гагаузии, потому что вы были и на заседании Народного собрания, весь приморский состав. Конечно. Так Потому вот что теперь хочется, чтобы... безвыходная ситуация уже. Мы уже дошли до того момента, где дальше уже нельзя, поэтому примарам есть много работы в населенных пунктах, им некогда заниматься политическими этими моментами. Вот это как раз то заседание, спасибо конечно, мы все, режиссерской. мы Вот все это то находились заседание. здесь. Это впервые вы всем приморским корпусом присутствуете на заседании? Нет, не впервые, это второе. То другое заседание было закрытое, там не было. То есть, Я поэтому говорю, это какие первое вопросы публичное здесь вы заседание. задали? Тут Какие мы не вопросы? задавали практически никаких вопросов, они приняли свое решение. Мы просто А присутствовали в самом народном. Перед этим было закрытое заседание без камер. Вот тогда мы задавали вопросы касаемо А на это выборов. заседание вы пришли с какой целью? Послушать о чем, что. Потому что они очень любят примаров называть там предателями и так далее, и так далее. То есть, поэтому мы решили участвовать в том заседании. Но никто из вас не выступил или я что-то пропустила? Нет, никто не выступил на этом заседании. Вас все устроило, что делали депутаты? Нет, Вас не было? устроило то, что они приняли, потому что они, в принципе, ничего такого особенного и не принимали. Дата, она не была принята, то есть такого ничего не было, то есть принято на этом заседании. Вы Был один говорите- вопрос, но он не совсем существенный, который был. Он не дата выборов, там ничего не было такого. Вы говорите о том, что примары тоже могут и хотят участвовать в разрешении вот этого конечно. кризиса, Уже конфликта, участвуют который они, есть связанный с выборами Народное собрание Гагаузии. Я слушала один выпуск радио Молдова Камрад, там выступал примар Чадрунги, он сказал, что мы, как примар, я, как примар Чадрунги, ничего не могу сделать для того, чтобы наладить отношения между центром и между Камратом. Это задача только депутатов Народного собрания Гагаузии, парламента страны. То есть он говорит о том, что ничего, я как примар не могу сделать. Он прав в этом, в первую очередь, они, потому что это законодательно, но мы в стороне не... Он один не может, но мы все вместе, вся группа примаров, мы в любом случае будем влиять на эту ситуацию. Хотят они Сергей или Ильич. не хотят нас там видеть, но мы часть Гагаузии, мы представляем населенные пункты. Конечно же, это их компетенция. Мы не можем вмешиваться, как и они, в нашу компетенцию. У нас есть муниципальный совет в Гагаузии, есть народное собрание, есть исполнительная власть. Но в стороне оставаться мы не можем никак. Сергей Ильич, смотрите, вот для людей, которые видели это заседание Народного собрания Гагаузии, последнее, на котором был практически весь примарский корпус, появляется вопрос, вот началось заседание, на котором есть очень много примаров. Значит, примары выскажут позицию, что-то будут задавать какие-то вопросы, будут делать какие-то предложения, рекомендации, еще не знаю чего. И вдруг заканчивается заседание, так никто из примаров ничего и не сказал. А что это было? Ну, во-первых, там не особо ничего и не было принято на этом заседании. Нет, но вы же пошли с какой-то целью. Мы в любом депутаты. случае показали, что мы приходим. А чего вы раньше не показывали и не приходили на Но раньше у нас заседание? не было ситуации. Мы ждали выборов в прошлом году. Но выборы не произошли. А у вас к 16 Народному собранию только претензии с выборами связаны? Ну, да, конечно, должны быть другие депутаты уже. А с контрибуцией, когда были вопросы, вы не приходили весь примарский состав Нет, на приходили, заседание почему Народного на собрания? контрибуции приходили, да. И примары все приходили прямо на заседание. Понимаете, И почему я мой задаю этот заместитель был вопрос? много раз, буквально сейчас не выходил из этих по контрибуциям. Помните, и по Именецку тоже мы приходили. Полицею, да. Ну, конечно, Было, как было. не. Мы выступали все время, мы никогда не молчали. Я имею в виду так консолидированно, как сейчас пришли, такое большое число примарского корпуса, еще не было такого заседания, на котором были Да, бы еще все. не было. Это И впервые, понимаете, кстати, да, вы Ну, правильно я об этом отметили. хотела сказать, да. Это впервые. И это впервые, то есть, повторюсь,
но очень хочу, чтобы вы вникли и дали ответ. Конечно. Когда присутствует много примаров, ожидаешь, что если пришел весь примарский состав, а примарский корпус на самом деле напрямую работает с жителями, я ожидала, что что-то кто-то из примаров скажет, или примары пришли с какой-то своей рекомендацией, повторюсь. И когда ничего никто не сказал, у меня сложилось такое впечатление, опровергните, пожалуйста, это. Сложилось такое впечатление, что на самом заседании не было высказано. Нет, перед этим было заседание, буквально за 2 дня. Но мы же это не видели. Мы же видим то, что нам показывают из зала заседаний Народного собрания Гагаузии, правильно? И у меня сложилось такое впечатление, что организовал их кто-то. Они пришли показать, что мы все вместе. И декларация примаров, которая была сделана за несколько времени до этого, она тоже вроде как бы говорит о том, что мы хотим выборов, давайте. То есть такое, знаете, дружелюбное письменное обращение, декларация. И теперь дружелюбно пришли вместе с Народным собранием Гагаузии, заполнили этот зал заседаний Народного собрания Гагаузии. Потому что если бы там вас не было, примарского корпуса, то было бы очень такое печальненькое заседание, когда собрались только там 21 депутат или 15 их было в начале. Yes. То есть что за этой консолидированностью стоит? Скажите, пожалуйста. Сначала дружелюбно идет, после этого мы стучимся в другие двери, дальше мы показываем, что у нас примарский корпус, он един. Это главная цель и задача, что у нас нельзя одного примара или второго о чем-то с ним. То есть у нас единый примарский корпус. А может, это народное собрание, это заседание вместе с примарами, с депутатами было для того собрано, чтобы показать Кишиневу, что мы единый депутатский корпус вместе с законодательным органом? Может быть, для этого? Мы не для этого. Мы собрались для того, чтобы разрешить эту проблему, чтобы депутаты тоже прислушивались к мнению примаров, потому что часто они примары, идите, занимайтесь там. Но вы не сказали никакого мнения на этом заседании. К чему должны депутаты прислушиваться? Хорошо, но здесь очень интересно отношение. Я ответа не получила, но... Если мы ничего не сказали, то и ответа нет. Значит. Я от вас ответа не получила. После этого уже были и в Кишиневе. Дальше у нас впереди еще не закончилось. Вы все-таки скажите, соль встречи кишиневской с президентами, со спикером была в чем? Вот к одной короткой фразе идем дальше. Одной короткой фразой, чтобы выборы как можно быстрее было провести. И многие примары послушали господина Пасти, который четко разъяснил многие пункты, которые нам не были известны. И многим примарам. Вот сейчас многие примары для себя хоть сделали вывод, потому что у нас внутри примарского корпуса тоже были разные такие мнения, люди много чего не знали. А сейчас стало всем известно. То есть эта встреча нам показала, что да, нас четко задали вопрос, а вы хотите возврата к таким же выборам, как у вас были на местных? Мы сказали, не хотим. Если вы не хотите, давайте что-то вместе предпринимать. И вопрос четкий был задан также, а для чего вообще автономия? Цель этой автономии. И мы, честно говоря, мы понимаем цель автономии, но мы понимаем, что ее много чего не... И тут четкий посыл. Мы должны, если есть автономия, должны развивать. Сейчас будет очень много проектов, и не хотим, чтобы автономия, она и так потеряла много, как автономия. Очень много чего потеряла за 2-3 года. А дальше, что в дальнейшем? В проектах, в первую очередь, в развитии. В развитии мы потеряли очень много. Во-первых, на мировом уровне, на каком-то международном уровне мы очень много потеряли. Вы имеете имиджево потеряли? Имиджево, конечно. Имиджа, если нет имиджа, кто к вам придет? Вы сами, наверное, общаетесь с людьми, у которых нет имиджа. Также и страны, они смотрят на Гагаузию без имиджа. Ну, зачем? Давайте подождем, пока имидж появится. И мы хотим этот процесс ускорить и забыть уже вот это. Согласен с многими депутатами, что говорят, давайте мы забудем, что было, вот сейчас что делать. Давайте сейчас что делать. Пункт 1, 2, 3, 4. Есть такие мнения в депутатском корпусе, да? Давайте забудем, что было. Тоже на данный момент может быть и правильное мнение, потому что забыл, но надо идти на компромисс, найти консенсус и идти вперед уже. Будут они дальше депутатами, не будут, неважно, но Гагаузия это не состоит из одних и тех же депутатов или примаров. Сегодня примар, завтра другой примар. Ничего страшного в этом нет. Мы говорим о самой Гагаузии. Одно из высказываний исполняющего обязанности Башкана или Узуна по отношению к примарам было следующим. Есть опасность, что и часть примарского корпуса саботирует наши выборы и участвует в сговоре с РМ, с Республикой Молдова. Как вы можете прокомментировать его цитату? Во-первых, нет такого сговора ни с кем. Речь идет только о том, чтобы могли созидать, только чтобы вовремя выборы проходили. Мы хотим найти мирные, нормальные решения. То есть, чтобы кто-то уступил друг другу, проголосовали и не влияли на них тоже. Потому что, знаете, как на
варей шапка горит. Если мы говорим, что кто-то в сговоре с кем-то, человек, может быть, говорит о себе. Но То не есть, кто-то но с кем-то, но а мы он не говорим. конкретно, простите, но, Нет, у может нас- быть, вы пропустили, он конкретно говорит, часть примарского корпуса саботирует наши выборы и участвует в сговоре с Республикой Молдова. Вы вот обратите внимание, в сговоре с Республикой Молдова. Я еще раз говорю, что никакого сговора нет у примарского корпуса. Каждый примар представляет свой населенный пункт. Есть только цель, задача завершить этот процесс, который длится, этот негативный процесс. Завершить и начать с нового листа. Вот есть какая Но наш задача. вопрос в том, вот человек Да. исполняет обязанности, временно исполняет обязанности Башкана Ильи Узуна. Случайно, но это большой успех для Ильи Узуна, я бы сказала. Есть опасность, что часть примаров... То есть, понимаете, человек, который сегодня является практически главой Гагаузии, говорит о том, что примары участвуют в сговоре Республики Молдова. С И Елена примаром Федоровна вообще говорит, вы некогда участвовать в разных этих процессах, Но у вас- тем более в сговоре. Примары двери открыты для властей. Мы понимаем, что мы граждане Республики Молдова в первую очередь. У нас Но примары не молдавские отреагировали паспорта. на это. Если будем реагировать каждый раз на каждое высказывание, мы не дойдем до цели. Если человек сказал, это его. Но у нас цель есть быстрее завершить этот процесс, чтобы уже нашли общий Тогда можно язык. сказать все, что угодно или как? Нет, мы отвечаем. Из сказанного, как мне кажется, может быть, это не так, складываются взаимоотношения, Ну, нет? они И их часто такие эффективность. высказывания относительно примаров. Нас и предателем называли. Нас много-много, что первые высказывания относительно примарского корпуса. Разве? Но У меня нас, здесь, вы зайдите в ТикТок. Или У зайдите меня в нет них, ТикТока, я в ТикТок не захожу. зайдите в ТикТок, зайдите в другие социальные сети. Вы только увидите, что примары. Это- Хорошо, но если не Да. отказаться от такой риторики, вряд ли можно наладить как-то отношения, или вы по-другому думаете? Но эта отношения риторика, она... налаживается. В любом случае есть верховенство закона. У нас есть Конституционный суд, есть парламент страны, есть Гагаузия, это часть Республики Молдова. В любом случае будет принято решение, то, которое должно быть. И в этом солидарно будут примары. Неважно, что кто-то вхож, не вхож. Я думаю, что весь примарский корпус, он един. И если часть примаров мы говорим, мы уже неправильно говорим о том, что часть примаров. Примары все едины. Не мы говорим, а Нет, Илья Узун Илья Ну, я говорит. имею в виду, как Илья Узун, даже если говорит о том, что часть примаров, это Так, уже правильно неправильно. ли я понимаю вашу Мы логику? все вместе были на встрече, и все были едины. Ни один из примаров, мы все были единого мнения. То есть у нас не было там Ну, разных. Поэтому примаров нужно рассматривать как единый. Никак нельзя рассматривать как часть примаров. Меня заинтересовала здесь вот эта вот вторая часть фразы, что участвует в сговоре с Республикой Молдова. Создается такое впечатление, что Гагаузия – это отдельное государство, а Республика Молдова – другое государство. И вот примары из Гагаузии сотрудничают с Республикой Молдова. Вас не смутил вот Это этот вот контекст? равносильно сказать, что сын участвует в сговоре с своим отцом. Вот приблизительно, вот, если сравнить вот это выражение, как можно Аналогия участвовать в такая, сговоре в своей стране. Мы что, забыли, что у нас единая Республика Молдова? Мы все граждане Республики Молдова. Какой сговор, если там народные избранники? Мы народные избранники, это не сговор, Ясно. это компромисс, нахождение компромисса и идти дальше. Думаю, интереснее будет после 2-3 мая. Там, это будет уже более конкретные, потому что я понимаю позицию Екатерины, что конкретного было сделано. Да. Но знаете, почему я задаю этот вопрос? Ну, Мне понятно, кажется, да. что, как мы сказали в самом начале, усталость людей от того, что эти балаганные постоянно Конечно, разговоры о том, что выборы нужны, мы выборы хотим, мы просим об этом президента. Лена Федоровна приводила пример исполняющего да. обязанности спикера Народного собрания Гагаузии. О чем вы кого просите, когда следом вы в нескольких передачах и на своих заседаниях столько негативной риторики высказываете, что люди уже заблудились в том, что вы хотите, кто в этих вопросах виноват, кто и как должен организовать выборы. Отделиться Почему общество, ЦИК, те, а не которые- ЦИС? То есть вы понимаете, что сегодня люди устали, это раз, но и вы тут говорите о имидже. Так, а кто же этот имидж гагаузской автономии уронил? Явно не люди, которые ожидают решения Ну, от само депутатов собой. Народного собрания. Поэтому мы хотим, чтобы быстрее это завершилось, новые выборы и вперед, и поэтому новые у меня люди был и вопрос, вперед. когда вы встретились с депутатами Народного собрания Гагаузии, вы говорили о том, что все, вы сказали, были предложения, все забыть и там начать как-то с чистого листа, или как вы Мы сказали, даже да? предложили сложить мандаты. И Один из что вам примаров, сказали депутаты про промолчали, сложение они ничего не мандатов? сказали. Вот видите, значит, Да. эффективность ваших встреч с депутатами Народного собрания насколько высока? Как вы оцениваете? Насколько это эффективно? Вот вы По дважды крайней уже мере, мы встретились. хоть начали собираться относительно 2,5 этих года вопросов. Да, 2,5 года спустя, да. Потому что 2,5 года спустя начали хоть собираться. Потому что если выборы прошли в прошлом году, мы, может быть, дальше бы не собирались, потому что у нас есть свои дела. Мы не можем заниматься
политикой. То есть это для нас очень много затратно времени имеется. Тоскливо. Вы Нет у говорили... нас возможности. Вы говорили о том, что заместитель председателя ЦИК Молдовы господин Постика раскрыл все те детали, которые касаются основные, выборов. Да, основные. Но смотрите, получается так, что на заседаниях Народного собрания Гагаузии в основном речь идет о том, что есть несоответствие с названием избирательного органа автономии. Да? И вот господин Постика говорит о том, что ЦИК и ЦИС – это не единственная проблема. Это его цитата. «Существует множество противоречий, которые должны быть решены до начала выборов». И вот эти вот противоречия остальные не видят, не только наше не видит гагаузское сообщество, не видят, оказывается, и примары, потому что и они не понимали, что вся проблема не только в том, что не так называется этот избирательный орган. Даже если решить вот этот вопрос, есть очень много других составляющих, и они исходят из того, что вот это Народное собрание Гагаузии вовремя не привело законодательство Кодекса о выборах Гагаузии к тому документу общему. Последствием то, Да. чего, что И нюансов случилось, очень да. много. Даже если бы Александр Григорьевич Тарнавский предлагал считать идентичными ЦИС и ЦИК, но это его было предложение. Но кроме этого есть, оказывается, и целый список других несоответствий. И вот эти несоответствия... Там 2-3 пункта основных. ЦИК, ЦИС, который идет. Ну, не оплата. там их много. Много несоответствий. Много, да. И с центром оседлости, и со списками. Это ЦИС и фильтр, которые должны проходить как в Республике Молдова. И вы есть чувствуете... потом следующие, это одномандатных уже не должно быть по всей, потому что не устраивает тот момент, что 150 голосов, 200, и человек становится депутатом. Если не одномандатный, то нужно менять систему выборов в Гагаузии? Ну да, систему, потому что еще, кроме этого, мы еще и говорили по поводу амалгамари, то есть объединения всего. Там дальше тоже возникает вопрос еще. Тоже возникает вопрос наложения Гагаузии, поэтому... Я к чему вела всю свою речь? К тому, что готовы ли вы, чувствуете ли, что сейчас депутаты Народного собрания Гагаузии сядут и наконец-то возьмутся и будут рассматривать все эти противоречия и придут к единому решению, то есть приведут в соответствие эти противоречия, и тогда действительно станет возможным проведение выборов? Нет другого варианта. Если они, другого варианта нет. Если они хотят действительно, чтобы мы общество уже перестало думать, как вы говорите. То есть они должны все-таки разобраться с этой ситуацией и уже сделать новые выборы. А есть ли внутренняя Принять готовность пункты. у депутатов Народного собрания Гагаузии поистине разобраться так, чтобы на компромиссных основаниях и на обязательности того, что мы живем в одной стране, и есть законодательство республики, есть закон об особом правовом статусе, и нужно проводить выборы так, как этого требует законодательство. Есть ли понимание и готовность у самого Народного собрания? Вы что прочувствовали? Если нет понимания, не у всех есть понимание, это однозначно, как Тарнавский выступает, или Владимир Кса, там других, их очень мало в Народном собрании. А если даже нет понимания, есть у нас система правосудия, есть Конституционный суд, есть в любом случае мы не можем оставить так просто, даже если у кого-то нет понимания. Что значит нет понимания, у кого-то политика и общество должно... Но на этом отсутствии понимания мы прожили 2 года и увидели, что за 2 года не сделали никаких изменений в законе. Не сделали, сейчас дальше уже их мандат завершился практически законный, и дальше уже должны вступать другие органы. Есть Конституционный суд, есть судебная система, есть очень парламент, по крайней мере, легитимный парламент в Республике Молдова. Мне кажется, что сейчас очень... Поэтому тут выход из ситуации в любом случае он найдется, хотим ли мы, не хотим этого. Наша задача с вами здесь как скоро найдется правильно этот выход? Объяснить обществу о том, что никто не хочет отбирать автономии, как у нас часто говорят о том, что вот наоборот хотят, чтобы автономии изучали язык, изучали экономически развивали. То есть основные базовые вещи должны брать как минимум 80-90% работы депутатского корпуса, исполнительной власти. Они наоборот 90% это политическая деятельность и 10% это развитие. К сожалению, да. Вот на это было много акцента.
вот мы выйдем с этой ситуации, а дальше что? Будем дальше, вот что мы дальше делаем? Про экономическое развитие Гагаузии никто Для не чего говорит. мы выходим из этой ситуации? Для чего? Дальше заниматься политической деятельностью? Мы не такой большой регион, чтобы с утра до вечера говорить о каких-то политических таких. Но мы с утра до вечера только об этом и говорим. об этом и нам задавали вопросы, тоже и президент задавал, и председатель парламента. Вы, примары, как вы видите? То есть мы, конечно же, отвечаем, как мы видим, для чего автономия. Вот мы это и видим, но не для того, чтобы... Мы же понимаем, взять вот даже время заседаний Народного собрания, просто по времени сделать такое. Вы уже увидите, что больше половины времени они не находятся на очистных сооружениях, они находятся на каких-то региональных своих дорогах, они только говорят о вот каких-то противодействиях. 90% можно сказать, не половина, 90%. Так, а это кого устраивает? Это никого не устраивает. Пока всех устраивает. потому что- Зарплаты получаете и говорите, мы же не политические политологи. Есть политологи, пожалуйста, идите работайте политологом, но депутат Народного собрания это Но в первую законодательный очередь, орган – это политический орган. Политически это, зачем тогда обещать изменения во время выборов, что мы построим то, мы там то сделаем. Законодательный орган, Потому что надо, чтобы за них голосовали. он законодательный орган, он должен принимать те решения, благодаря чему местные Совершенно органы верно. власти, либо они смогут что-то изменить для людей. То есть построить инфраструктуру и так далее. Вот для чего законодательный У орган. у А меня говорить о том, что последний- часто я слышал, кстати, вот это... Мы законодательный орган, и нас ничего не интересует. Так, извините за выражение, вы законодательный орган, так принимайте законы, на основании которых мы, местные органы власти, либо вы у себя сможете развить общество. Развить. Речь идет о многих проблемах, которые есть. И нельзя Никто не отстраняться. требует этого. Так не требует, они говорят, пусть примары там разбираются. Мы собрали у примаров налоги, там, не у примаров, имеется в виду, Да, у населенных нас очень фондов, много собрали вопросов. налоги, и дальше уже это ваша проблема, потому что мы законодательный орган. Но это как-то... Сергей Ильич, у меня один вопрос, вот чтобы, может быть, с этими выборами, Да, если да. у Лены Федоровны, если у вас тоже есть вопрос, давайте два вопроса последних вот в этом блоке по поводу выборов и Народного собрания Гагаузии. Скажите, столько времени, сколько обсуждается, почему выборы не проводятся? Одна дата отменилась, вторая дата отменилась на выборы. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Ваш личный ответ. Кто, на ваш взгляд, если выборы не проводятся, но назначаются, значит, кто-то их не хочет, да? Скажите, кто, на ваш взгляд, не хочет проведения выборов в Народное собрание Гагаузии? Я думаю, что действующее Народное собрание, большинство депутатов, те, которые они не хотят, потому что их время уже завершилось, они хотят почему-то продлить свое. Вот они не хотят в первую очередь. А кто должен быть главным звеном в решении этой проблемы, выхода из этого тупика юридического и политического? На ваш Председатель Народного собрания обычно инициирует эти все вещи, он следит за этими вещами, но его нет сейчас в данный момент. И, в принципе, этот тупик тоже зашел по вине большинства депутатов, те, которые поддерживали эти незаконные вещи. Потому что законные вещи – это когда мандат заканчивается и сразу назначаются выборы. Они к ним готовятся еще с августа месяца. То есть и никто не упраздняет ЦИК. Коли упразднили ЦИК, значит, будет ЦИС. Вы же сами упразднили. То есть это очень просто. Мы сами упразднили ЦИК, значит, пусть будет ЦИС. В чем проблема? И естественно, что им это не нужно. Потому что мандат завершается. Будут ли они избраны снова, это не факт. Вот поэтому давайте продлим свою зарплату. Идут, все идет. То есть никаких проблем там нет. Еще два маленьких вопроса и два ваших коротких ответа по этой теме. Это очень важно для наших зрителей. Как вы думаете, сейчас важнее быстрее провести выборы или важнее сначала навести порядок и только после этого, порядок в законах имеется в виду, и только после этого их провести? Тут надо один раз навсегда навести порядок в законах, согласно Конституции, уложение, чтобы не было противоречий. Потому что перед этим он сказал противоречия 3 месяца истекать, а после этого до следующего, не до следующего. И 3 месяца, если есть, значит, пусть она будет 3 месяца. Это в рамках. И, конечно же, лучше это без одномандатных. Это однозначно, потому что как это примар, значит, 10 тысяч голосов, а депутат, кто решает судьбу города или вот, значит, Автономии даже, 150, 300, да, судьба автономии, 300, Да, ну, как-то, я думаю, логичнее, конечно же, да, то есть выбирать из всей автономии количество. Ну, желательно и уменьшать количество. И Если второй- это, конечно, смогут сделать, уменьшить количество Воля нужна. депутатов. Воля нужна, да. И второй вопрос. Что хуже для нашей автономии? Отсутствие выборов вот на данный момент или нелегитимные выборы, которые нам предлагают? Ну, если будут нелегитимные выборы, то еще хуже, чем отсутствие выборов. Это еще хуже, потому что мы снова войдем на 4 года непонятного, что это. Лучше сейчас разобраться с законами, в первую очередь,
а после этого и провести выборы. Даже если они проведут на 2 месяца позже, то ничего страшного в этом нет. Но оно должно уже быть с учетом всех вот этих моментов, которые были. Надо все это учесть. Ну, как больного обычно лечим. Сначала делаем диагноз, полностью проходим все пункты, потом назначаем уже дальше, как его. Вот и так и в Гагаузии должно быть. Да. Простите, все-таки возникает Да, еще один последний да. вопрос. Вот представим себе, что все-таки Народное собрание Гагаузии, там некоторые депутаты наставят на том, и выборы проводятся, нелегитимные выборы проводятся. Упаси Господи. Да, упаси Господи нас от этого. Что это, к чему это приведет Гагаузию? Во-первых, чтобы выборы провести нелегитимными, в этом должны участвовать примары. Все избирательные участки, они находятся в каждой примарии. Примары в этом участвовать, я знаю, по большинству они не будут, потому что у нас однозначно все, что является нелегитимным, незаконным, примары это не принимают. Мы все вместе обсуждали это, я сейчас... Примарский корпус един в таком ответе? В таком ответе един. То есть я не слышал ни одного примара, что да, нужно проводить, ни одного не услышал, что нужно проводить, даже если оно будет нелегитимным. То есть каждый примар высказывался, и все четко сказали, что нелегитимные выборы незаконно мы проводить не будем. Поэтому эти выборы они невозможны. Невозможно. Ну, как они будут возможны, если примары не Выборы согласятся проведем проводить? Да. Выборы проведем даже за народные деньги, как-то сказал господин Как Ильяузов. проведут, мы не будем участвовать в этом. Все равно школы, избирательные участки и так далее, как мы будем зачем проводить? некоторые Нам активисты, зачем это нужно? Зачем некоторые активисты мутят воду в Гагаузии? Я не знаю, я думаю, тут единственный выход найти общий язык, выйти по этим пунктам, изменить, чего-то бояться народным избранникам. Не надо им ничего бояться. Вы же идете баллотироваться. Дальше, Сергей Ильич, наш облепиховый чай, небольшая пауза, и мы приступаем к нашей рубрике. Люди говорят, что вы уже знаете Да. короткие вопросы и ваши короткие ответы. Люди говорят, что... Люди говорят, что выборы в Народное собрание Гагаузии стали заложником политических игр, а не закона. Политическая игра, конечно же. Это политика здесь однозначно. Люди говорят, что ни Камрад, ни Кишинев не хотят сделать первый шаг к компромиссу. Вы что прочувствовали после вчерашней встречи? Кишиневу, во-первых, неинтересно, чтобы здесь был у нас такой разлад. И для всей страны это, тем более в этой ситуации, когда войны идут рядом в других местах, очень не нужно Кишиневу этой ситуации, которая сегодня есть. Поэтому тут ответ четкий, понятный. Люди говорят, что за громкими заявлениями некоторых политиков и активистов о защите прав автономии часто скрывается борьба за влияние. За влияние, в первую очередь, конечно же. Всегда, значит, нет патриоты не те, которые много кричат, молча, которые делают позитивные дела. Все, что позитивно, это патриот. Все, что негативно, это не патриот. Люди говорят, что из-за политической борьбы насущные проблемы жителей автономии задвинуты на задворки. Это уже давно не нужен ни упаковочный двор, потому что контрибуция, даже изучение государственного языка Михаилу Миневскому не нужно. То есть это уже сами факты показывают, что задвинутые, далекие, то есть какие-то другие времена. Они вообще, такое ощущение, что эти моменты, они вообще не интересуют многих. Я не говорю прямо всех депутатов, но большинство, то есть. Люди говорят, что идея проводить выборы вопреки решению судов – это путь к самоизоляции региона. Однозначно. Что значит? Есть автономия, есть у нас основные моменты, которые мы должны двигать вперед. Это культура, язык, развитие, оно остается. Этого не будет, если будут выборы вне закона? Конечно, не будет. Если будут вне закона, значит, мы не увидим ни развития, ничего. То есть никто к нам никогда не придет с развитием. То есть ни бизнесмен, ни государства другие. Ну, уже увидели ситуацию. Никто к нам не приходил, потому что эта ситуация, она вот какая есть. Люди говорят, что переломить ситуацию в автономии может только приход к власти истинных прогагаузских сил. Что скажете? Ну, во-первых, истинные прогагаузские силы, которые были у нас в 90-х годах уже. Они тоже нужны всегда, они являются своего рода индикатором, но в первую очередь деловое качество человека. Деловые качества, когда человек приходит к власти, и у него цель, пункт 1, в 2, 3, 4 – это развитие, созидание.
вот эти люди смогут переломить. У них не будет времени на политические игры. Как и в любой семье. Человек, который много занимается интригами или в обществе, или на работе. Интриганты, они всегда приводят не к развитию. А человек, который занимается развитием, у него и времени нет на другие эти моменты. Поэтому тут должны люди прийти к власти, те, которые показали себя дееспособной стороны. Вот нами сделано то. Это у нас цель такая, такая-то. Тут я не вижу этих целей. То есть никто даже комиссионно не прошел по всем нашим учебным заведениям, везде узнать уровень знания языка. Основная цель. Нет языка, нет народа. И смысл автономия, смысл какой? Получать зарплаты? Я не вижу этого смысла. Это наши налоги должны идти на содержание. Но это неправильно. Да. И последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что за последние годы Гагаузия больше потеряла, чем приобрела в развитии. Ну, это так и есть, потому что мы видим, как другие регионы, которые недалеко от нас, Кагульский район, Унгенский, сколько они получили. Один город, к примеру, Унген, он больше получил, чем вся автономия в виде проектов, в виде развития, рабочие места. Больше, чем вся автономия вместе взятая. Заходим в центры и уже даже сделали объединение этих населенных пунктов, чтобы лучше работать. Потому что к этому объединению у нас тоже так скептически относятся. Вы о реформе говорите? О реформах, да. Но тоже как бы, хотим ли мы, не хотим, она в любом случае рано или поздно будет. Потому что даже при сокращении 84 человек на примарии мы имеем средства для развития. Если этого мы не сделали бы, вот эту оптимизацию, у нас тоже ничего не было бы, как оно не было до 2015 года. Не было бы средств. И так по всей стране. Чем больше оптимизация идет, чем в народном собрании, то есть в автономии, если взять количество чиновников на душу населения, никто не считал никогда, потому что есть такой рейтинг в странах даже, количество чиновников на душу населения. Даже в 3 прибалтийских государствах разнятся цифры. Даже в 3. А если посчитать, сколько в автономии чиновников, сколько в Республике Молдова, то мы увидим, что в автономии намного больше, чем на душу населения, чем в Республике Молдова. Районная администрация, к примеру, Хинчешского района, то есть 50 миллионов бюджет, работает, я не знаю, там сколько человек, но намного меньше, чем у нас тоже население, 100 с чем-то тысяч, но у нас очень много структур. У нас и департаменты, и все, что вот угодно. Но когда речь идет о решить какой-то вопрос, идите к примарам. Если идите к примарам, то зачем содержать такое количество департаментов? Вы упомянули административно-территориальную реформу. Они на уровне Гагаузии не говорят. Одним предложением вы сказали о том, что вы на встрече с президентом коснулись этой темы. Можно одним предложением, что вы проговорили и к какому выводу пришли? Это саму автономию как округ не затронет, автономия остается но внутри как автономии, как территория, да, но внутри автономии населенные пункты, им в любом случае придется объединяться, как и по всей стране, потому что местные органы власти, мы и избираемся по кодексу Республики Молдова, и вот это развитие все, иначе мы не будем получать тех средств, которые... То есть оно будет невозможно, чтобы в законе будет указано более 3000 человек. Но вот когда я говорила чуть выше... Если будет менее, то село останется, или там вот эта коммуна не будет создаваться. Сергей Ильич, почему я говорила, что вы на заседании Народного собрания не было вопросов у примарского корпуса, а вот Николай Гатишан, бывший примар, многие годы был примаром, он говорит уже без устали, наверное, 1,5 месяца или 2 о том, что пока в Гагаузии не говорят ничего об этой реформе, мы опаздываем, нам нужно принимать какие-то решения. А ни у примаров не было вопросов к депутатам, ни сами депутаты вообще не поговаривают об этой реформе. То есть это тоже такая изоляция или как Нет, понимаете? Реформа касается больше самих органов местной власти. Вот, к примеру, недавно нам звонили из Сферопонтьевки. Но обсуждений нет в Гагаузии об этом вообще никаких. Это должны мы, примары, обсуждать больше. То есть это даже не в самой Гагаузии, потому что это примары, советы принимают решение об объединении. Вот недавно звонили мне из Сферопонтьевки и примары, и председатель совета, что они хотят, к примеру, с Камратом. То есть у них есть такое желание. И это желание в этом году, в следующем году это уже будет закон.
То есть, поэтому тут нужно торопиться с реформами однозначно. Так торопиться, но мы не видим никаких движений, Нет обсуждений, движений. речь об этом. Да, Понимаете? мы буквально после встречи сейчас на У нас- высшем уровне уже поняли, что движения должны быть в этом направлении, иначе мы опоздаем. То есть получается Да. так, что в Гагаузии ничего не понимают, пока не съездят в Кишинев, и им там не скажут, что закон надо так понимать, что это надо так читать, что это следует, из Да, этого много следует ответов это. мы получили на те вопросы, Но которые... кто же мешал общаться с Кишиневым раньше, как минимум примарскому корпусу, и получать ответы на эти вопросы даже по выборам, ради Приморский которого корпус вы ездили сейчас? общался с Кишиневым по относительно своих дел, которые есть Проектных. и обязанностей. То есть, но лезть в другую, завтра можно задать вопрос примарам, почему вы не общались на уровне там, проблем парламента Республики Молдова. Где же вы были? Есть народное собрание, есть власть. Мы Хорошо, сейчас тогда- подключились уже в Хорошо. последней фазе. Сергей Ильич, еще один вопрос. Коль вчера была встреча и у примаров с президентами, со спикером, и у депутатов Народного собрания. Что вы знаете о второй встрече, о встрече депутатов? Ну, мы там не были. Ну, много что вы чего. знаете, если кто-то с вами делился? Ну, я не думаю, что в общих словах я знаю, что общий консенсус там не найден. То есть как Не бы, найден. с большинством, да. Это я знаю, что он не найден и перенесли, то есть на, как обычно, да. С примарами у нас был единый диалог такой, мы понимали друг друга, о чем мы говорим, то есть а там он, конечно, был противоречий. Вот присутствие на заседании последнем, опять к нему возвращаясь, да, спикер, исполняющий обязанности спикера Народного собрания Гагаузии, ну, заместитель, да, Орманш сказал о том, что мы попросили наших партнеров SMI, которые SMI будут говорить о том, что надо бы возобновить деятельность рабочей группы. Вы верите в то, что эти переговоры и работа рабочей группы начнется? Они уже идут сейчас в Народном собрании. Но SMI парламент давно находится. собрал рабочую Нет, группу. SMI находится сейчас в данный момент в Народном собрании. Буквально сейчас вот мы здесь находимся, они там ведут переговоры. Именно после этого они уже будут и с примарским корпусом. также. Тогда следующий вопрос. Насколько, на ваш взгляд, да, на ваш взгляд, как гражданина, как человека, который понимает, что происходит в Гагаузии и почему, сколько разумного было в том, чтобы 2 года назад приостановить деятельность этой рабочей группы, а сейчас понять, что без этой рабочей группы, без поддержки семьи ничего не получится в наведении диалогов и поиска консенсуса с Кишиневым, между Кишиневым и Камратом? Нет больше мудрости, чем своевременность. К сожалению, но что, но лучше поздно, чем никогда. То есть надо в любом случае разумно, а как есть другого варианта нет. Нужно вести диалоги чем чаще в данный момент, тем, потому что у нас времени нет. Диалог нужно вести. Это разумно. Оно в любом случае разумно, потому что нет другого варианта. Если было бы все своевременно, то эта мудрость была бы больше мудрости, чем своевременность нет нигде. То есть это прошлый год. Мы это, к сожалению, прошли. А сейчас уже лучше поздно, чем никогда. Увидит или услышит ли когда-то общественность гагаузской автономии извинений этих депутатов Народного собрания Гагаузии перед жителями автономии за то, что они натворили в буквальном смысле слова, потому что изоляция гагаузской автономии – это вина тех, кто руководил и управлял автономией. Те штрафы, которые не оплачивали и продолжают, возможно, оплачивать, верно. это тоже их вина? Потому что именно спикер и Башкан говорили людям о том, что это законно, берите это материальная помощь какая-то, да? То есть, как вы думаете, случится ли это? Это не случилось в 2003 году, когда снимали Башкана у нас, и многие депутаты голосовали тогда. В 2002? Тоже втором, да. Вы говорите про Кройтера просто. Да. И тогда никто не извинился. Тоже люди практически проголосовали за незаконное решение. Неужели там с одного туалета стоило должности Башкана, как будто Башкан его сам. То есть, ну, там понятна была эта ситуация. Никто и думает, что сейчас просто будут новые выборы, будут новые, и пойдет, о них забудут уже. Но тогда, извиняться никто не будет. Тогда насколько необходимо законодательно закрепить как минимум закон о гагаузской автономии, что ответственность депутатов Народного собрания за свои действия обязательна, потому что это может быть бесконечно. То есть каждый каждый созыв наломает каких-то дров, и общественно-политическая ситуация будет ухудшаться, а следовательно никакого развития для гагаузской автономии это не предоставит. Без ответственности даже демократии нет. Ответственность должна быть за каждое твое действие. Вот это правильно, это нужно закрепить законодательно, чтобы человек отвечал за то, за что он голосует.
Даже вот эта потеря тех проектов, неужели Гагаузия заслуживает, чтобы Вы сейчас минус имеете в виду депутатов, 20-30 миллионов лей из то есть развития Гагаузии, они практически не поступили по вине депутатов, которые, или исполнительной власти, которые не проголосовала за данные проекты. Ну, люди-то потеряли. Люди, наверное, уехали раз, куда-то в хотела другую страну, потому добавить что нет рабочих мест. к словам Екатерины Федоровны, что он не только депутат Народного собрания Гагаузии, но и Башкан, но и его заместители, исполнительный комитет, потому что мы видим, что в последнее время чем занимается исполнительный комитет, ну, не весь исполнительный комитет, скажем, исполняющий обязанности Башкана, он просто настраивает весь регион против центральных властей страны. Зачем нужна вот эта агрессия в отношениях с центральными властями? Что она дает? Что она может принести? Что она дает гагаузской действительно автономии? Да, что она дает гагаузской автономии? ничего Это не действительно борьба за какие-то полномочия автономии или что-то другое, на ваш взгляд? Ну, полномочия, в принципе, по большому счету никто и не трогает. У нас отбирали полномочия. Тогда чего Еще орут раньше отбирали гагаузцы? полномочия. То есть тут проведение выборов, ну, их, если хотим провести, так проводите, есть пункты эти. Какие проблемы? Но полномочия забирали у нас в 2007 году, что и что, в чем было. Не было столько, мы не слышали столько. То есть, когда налоговую забирали, вы молчали, хотите сказать, ничего, тогда да. все смолчали. И Только молчала, налоговую, таможню и так далее. У нас и таможню. было, Молчала то есть было, Башкан да. Гагаузии, сидя в правительстве тогда. Да, Ирина мы Влад. сейчас даже не говорим полномочия. Еще раз говорю, мы что-то немного путаем сама автономия. Она создана для чего? Вот цель ее. Не то, что там будут ЦИС называться или ЦИК, что-то существенное или имеет значение. Но вы не сказали об этом в Народном собрании Гагаузии. Почему вы не предложили, лично вы, такой активный мэр, не предложили депутатам сконцентрироваться на том, ради чего вообще создавалась гагаузская автономия? Мы И не потребовать? Мы все это предложим после всех встреч, которые у нас уже есть информация. Мы не можем как просто интроюрия, вот так, знаете, как предлагать во всех моментах, мы еще не разбирались сами. Гагаузщиня солнышко? Бошина, да. Да, Бошина не хотим, то есть предлагать эти вещи, потому что надо сначала изучить четко, вот как вчера у нас было, вопросы ответили нам те, которые есть. Зайти, как бы сказали, то есть вас просветили, я правильно просветили. Вас просветили. Мы же особо не включались в эти все моменты. Сейчас мы уже как бы знаем, что к чему. Очень многие вещи знает примарский корпус уже. То есть им уже они уже не будут слушать выступления каких-либо, то есть политиков, которые не о законе говорят, а о политической какой-то там формулировка политическая, не законодательная. Уже примары знают, то есть эти моменты. И мы обязательно выйдем с этим предложением. Мы не будем стоять в стороне. То есть примарский корпус на встрече с руководством страны вернулись просвещенными. Да? И так были просвещены на некоторые вопросы. А депутаты не поддались просвещению, потому что не найден консенсус, как просвещенный человек, он всегда... Ну, я имею в виду просвещенными в тех вопросах, которые обсуждаются, которые проблемные. Вопросов слишком много. Мы не были просвещены в некоторых вопросах. В других мы были просвещены. В вопросах... Даже просвещенный человек просвещается всю свою жизнь. Поэтому быть непросвещенным всю свою жизнь, то есть просвещенный человек, он просвещается всю свою жизнь. И так и мы продолжаем. Надо что-то, может быть, еще. Я конкретно в философском, но все уместно. Да, Идемте дальше. Конечно, у нас совсем немного Вы времени. знаете, мы говорим о исполнительном комитете Гагаузии, мы говорим о людях, которые должны продвигать все то, что касается нашей автономии, тех целей создания автономии, языка, культуры и так далее. Вот у нас есть ваше высказывание, когда у нас здесь в автономии и в целом по стране отмечался День памяти жертв голода, и вы здесь в Авдарме, будучи участником конференции, посвященной этой дате, сказали о том, что сохранение исторической памяти – это наш долг перед прошлым и ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны помнить, что подобные трагедии никогда не повторялись. Вы в Камрате тоже провели мероприятие, которое было посвящено этой дате. Круглый стол вы провели, в Казакли было мероприятие. Вот исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии, оно никак не отреагировало на это событие. Почему? И не только в этом году. Нет мероприятий на 19 октября, день, который наше Народное собрание Гагаузии принимало постановление о Дне памяти. И большинство депутатов Народного собрания и в этом созыве находятся, те, кто голосовал за это. Почему никак власти Гагаузии не реагируют на это? Я очень хорошо помню вашу инициативу. Были кадры, по-моему, вашу инициативу еще в 2018 году, по-моему. И я очень был неприятно, так мне было наблюдать за заседанием
того созыва, что нам скажут. Это, значит, получается, что наш народ, наши предки, наши люди, то есть остались без крова, жизнь до 30% населения, до 30%. А разве за всю историю гагаузов, за всю историю, за тысячелетнюю историю? Я не думаю, что такое когда-то было с нашим народом. Такого никогда не случалось. Война унесла 10% жизни жителей Республики Молдавии тогда. А голодомор, или голод, как его, без разницы, как его называют, это случилось, но 200 тысяч. И нету никаких дат. Никто не приходит. Это мы что, забыли свою историю? А почему как можно это забыть вообще? То есть это незабываемо. Есть живые свидетели этого. Вот мы на круглый стол у нас был, люди рассказывали, что и часто, когда слышу, особенно обвиняют местные органы власти, вот кто-то там из местных переборщил. Ну ладно, переборщили в 2021 году, переборщили в 1932 году, переборщили в Казахстане, в Украине, в Молдавии, в Чеченстане, везде переборщили. Вот никто об этом не знал. И мне задается вопросом, если кто-то из местных органов власти переборщил, он был выслан в Сибирь или нет? Если он не был выслан, еще его именем назвали, еще и улицы, значит, это была программа. И надо вещи назвать именами. А засуха у нас каждые 10 лет. Что-то голод наступил в 46-м, что-то не было его в Молдавии, в Басарабии тогда на тот момент, в 32 году. Что-то его не было. Почему не было его? А там было. Хотя засуха была тоже. Не было. Засуха была, смертей не было. Потому что последние не отбирали. Я помню рассказы моего матери, брат. Он спрятал целый бидон кроличьего мяса соленого. То есть благодаря этому выжило все соседи. И они вот благодаря только этому, что он не смогли найти. Не смогли найти с этим. Вот он хорошо очень спрятал. Скажите, а как вы можете прокомментировать то, что, вот, допустим, мы с Еленой Федоровной обсуждали это между собой в тот день, 18 числа, когда вы делали эти круглые столы накануне и возлагали цветы памяти жертв голода, то это случилось только в Казаклии и в Камрате. Я не знаю других населенных пунктов. Как можно объяснить то, что не на 19 октября принятая дата, не на 18 апреля, другие населенные пункты, примары, мы ни разу не видели, ни одного башкана, возлагающего цветы на День памяти жертв голода, ни одного члена исполкома. Как вы думаете, с чем это связано вообще? Что происходит? Патриотизмом это нельзя назвать. Патриот человек, он должен знать свою историю, своего народа. То есть мы не можем забыть ни Вторую мировую войну, ни Великую Отечественную, ни Голодомор. Все даты, которые были и есть, и где особенно такое количество людей умерло от Голодомора, вот этого голода. То есть как можно забыть? Это нельзя назвать патриотизмом. Патриот человек, он знает свою историю, он не говорит о политике сейчас. Мы сейчас не говорим, кто был виноват, там не виноват, потому что оно было и в разных регионах Советского Союза. Мы сейчас не говорим, что виновных, это не поиски виновного. Чтобы не допустить этого. Не допустить этого, да, чтобы дальше, чтобы вот такие лица, которые, потому что тоже не без участия местных НКВДистов, они среди нас по сей день сегодня ходят. Я даже знаю их фамилии, если могу назвать вам несколько ряд их, которые смогут совершить такое преступление. Это бездушные люди, которые среди нас тоже ходят, и только дай им власть, и вы быстренько окажетесь в есть такие в отдаленных власти? местах. Мы не хотим фамилий и имен, потому что... Есть. Они еще не во власти, к счастью, все, но они стремятся к этому. Если они придут, то в этом случае вот к этому и приведет. Поддержка самой власти, которая такие негативные вещи творит, все в любом случае идет из местных. Очень часто депутаты Народного собрания Гагаузии говорят о том, что там Кишинев нарушает какие-то наши полномочия, не соблюдает законы и так далее. Мы не говорим о том, что Кишинев всегда поступает правильно, мы просто констатируем вот этот вот факт. Но Народное собрание Гагаузии не выполнило до конца все те предписания, которые были, и исполнительный комитет не выполнил до конца все те предписания, которые были в том постановлении о Дне памяти жертв голода. На сегодняшний день мы должны были иметь списки по всем населенным пунктам с указанием тех людей, которые умерли в годы голода. Этих списков по сегодняшний день нет. Но 8 лет прошло. Да, 8 лет постановление это предусматривало. То есть бездействие. Когда мы готовились к нашей передаче, я просматривала вашу страницу в Facebook и прочитала о том, что вы были в детском саду номер 9, и там прочитали детям сказку на гагаузском языке в рамках акции «Читаем вместе», да, «Барабаро Куерс». И вот вы выбрали сказку
Вы выбрали или вам предложили ее прочитать? Нет, предложили, нет. Вам предложили, открыли да? просто страницу, я его сразу взял и прочитал. Но сказка очень интересная. Да. Сказка Чебуклар, что вместе о сломать единстве. Единстве, да. Да, о единстве. Да, отец своих сыновей учил, как нельзя сломать целый Может, пучок. эту сказку Сложно депутатам было, да. прочитать в Народном О собрании единстве Гагаузии? Гагаузии это нужно прочитать. Это сказка, она самая это актуальная. всем нам надо это читать. древняя, всем нам читать, конечно Да. же, единый, потому что это же наша часть людей. У нас даже в Камрате буквально подняли вопрос, что общее захоронение есть в Камрате при входе на кладбище. И у нас Ну, даже есть во многих нету селах. там ничего, там, мы сейчас вот поднимаем вопрос. Вы говорите о обязательно- жертвах голода. Конечно, да. 46-го Они сентября. хоронили в общей яме. То есть, Братские могилы, так называемые. Да, люди, мы даже не знаем их фамилии и так далее. Но это, честно говоря, тем более это современнейшая история. 46-й год, 80 лет прошло. Ну так мой Это вопрос был не так, относительно, да. мой вопрос был относительно И того, что во единственное, многих что- селах уже есть такие мемориалы в месте братских могил, но ни 19 октября, Мероприятия ни не 18 проводятся. апреля мероприятия не проводятся, и исполком игнорирует требования закона по составлению списков и по организации мероприятий на этот день. Так То именно- есть, когда не выполняются законы, которые принимаются здесь, Народным собранием Гагаузии, о чем мы говорим? Касаемо идентичности гагаузов, нашей культуры, истории и так далее, у нас много чего не делается. У нас слишком много названий улиц гагаузских. У нас даже памятников гагаузам нет, те, которые... Ну, у нас нет улиц имени Диониса Танасоглу, Михаила Чекера хотя бы в каждом 5-м населенном пункте. А я считаю, что Я еще могли раз бы говорю, быть. у нас нет относительно того, что случилось в 1946-1947 году, больше всего-то умерло гагаузов. Если в Молдове это процент 8-10, то Да, в историки Гагаузии это- 25-30. У нас и этого нету. То есть хорошо есть такие писатели, как Курдоглу, то есть они шли, писали, Занят есть писал. Сандермава, то есть многие наши, они писали об этом. Но у нас очень много чего нет, и с другой стороны, у нас нет региональных питомников для наших бродячих собак, они должны быть региональными. У нас нету много такой чего, переход у вас, все, как что у должно быть мэра. региональное. С памяти жертв голода. Мы говорим питомник. о пучке, который нельзя сломать. То есть Да. мы едино не можем решать проблемы. Я с вами согласен. Поэтому программа должна быть. Исполнительной власти, 100%. Народного собрания. Нужно, что мы делаем? Стратегия Хотим мы развития сохранить автономию, Гагаузии. Ее у нас нет. не то, что в уложении, что пишет в бумагах. Мы говорим о реальности сохранить. Потому что если мы пункты уложения все там сохранятся, там оставят нам и вернут нам налоговую, там таможню, но те моменты касаемо языка, улиц, Голодомора, законе так всё не пропишешь. Да. они ничем не изменятся же. А я всё-таки ладно, хочу- будут там эти пункты уложения. Дальше в реальности что? Надо В реальности содержанием ничего. это все наполнить. Да, И как конечно. мы говорим о реальных вещах, о реальных, не то, что можно говорить очень много о уложении, о чем угодно, но, извините за выражение, нам нужна реальность. Дети говорят на гагаузском, поют, танцуют. То есть мы видим везде надписи на гагаузском. В первую Ходишь, очередь, мы этого чиновники в ничего не Гагаузии видим, говорят да. на гагаузском. Да, да, Чиновники в первую очередь. Вы знаете, все-таки к той сказке. Конечно, мы должны быть едины, как Гагаузия, но мне кажется, что вся проблема в том, что мы не чувствуем себя вот в этой связке, мы Гагаузия в связке с Молдовой. Ведь все-таки это страна, в которой мы живем, и от того, что мы себя чувствуем где-то обособленно, не чувствуем себя вот в этой общей связке вместе, вот отсюда и возникают все эти проблемы, которые сегодня существуют. Есть, конечно же, согласен. Сергей Ильич, и последний вопрос. Что потеряла Гагаузия за эти 3 года из-за того, что гагаузские политики вовлеклись в схемы, в игры политические Шора? Ну, в первую очередь, имидж потерял. Я вообще потери называю все. 30 лет политических очень много игр было, очень много. Перебор уже. Человек, средняя продолжительность жизни 70-80 лет, а мы уже 40, почти 40 лет, одно и то же. Но так нельзя. Есть становление, есть время на это. До 2000 года пусть оно будет. Но с 2000 года сюда мы меньше должны говорить о всяких там становлении, автономии, более реалистичных вещей. Надо четко экономика, надо четко ходить, программы составлять, тем более есть бюджет, есть все есть. Посмотреть, куда уходят эти средства, куда, может быть, правильно их направить. Собираться только о созидании, говорит. Вот этого у нас, к сожалению, мы еще не дошли до этой фазы, где будем говорить только о созидании. То есть забыть уже про эти все моменты. Имидж потеряли за последние 2-3 года однозначно. Мы это признаем. И
не знаю. И стратегию развития гагаузской автономии еще никто не написал. Еще на долгое время, на долгий период. Она как бы годами она была, то есть проходила где-то, вроде бы шло развитие, там 19-й год, какой-то 20-й, потом опять вниз. То есть 1-2 года. Но такой большой стратегии, четко по этому плану идти. Язык, генеральная культура, стратегия. генеральная. Ну, для чего автономия? Автономия вот для чего? Вот тут план работы. Вот и работаем. Это предстоит делать. И правильно? это предстоит делать, это нужно идти вперед, не надо отвлекаться на всякие политические, вот эти, они ни к чему хорошему не приводят. Какая хорошая Да. мысль. Давайте скажем, повторю ее отсюда. Вы ее сказали только что. Не надо отвлекаться какие-то политические игры. Вот давайте не отвлекаться на политические игры всем. В первую очередь тем, которые руководят автономией, получили мандат доверия от жителей автономии. Давайте развивать гагаузскую автономию. И, может быть, вот эти путь диалога, от диалога к компромиссу, наконец-то придут чиновники и депутаты Народного собрания Гагаузии вместе с парламентариями. И пусть этих встреч с президентом, со спикером, на разных уровнях будет много для того, чтобы уже люди поняли, что больше конфликтов нет, есть какие-то конкретные решения, и, наконец-то, выборы проводятся. Но выборы проводятся на легитимных условиях, Да. чтобы не подвергать сомнению их проведение. Да. Есть законодательный орган для развития, не для развития политики. Все. Осталось этому каким-то образом сбыться. Спасибо вам за то, что вы сегодня были у нас в эфире. Вам успехов в вашей работе. Ну а мы, дорогие друзья, на этом ставим точку. Сегодня гостем нашим был мэр города Камрата Сергей Анастасов. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова. Говорим спасибо, что вы досмотрели этот выпуск. И поделитесь этой ссылкой друзьями. Нам нужны ваши комментарии. Мы ждем ваших лайков. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. До встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.